Следующее наклонение, согласительное наклонение с аффиксом гай, ай. Как видно из названия, согласительное наклонение предполагает согласие совершить какое-либо действие самому или собеседнику, или же третьему какому-то лицу. Например, тот же глагол «алдыр». В первом лице будет «алгай мен». Очень легко. Изменяется только показатель лица. «Алгай мен». «Алгай мен» переводится как «хорошо, я возьму». «Ладно, я возьму». Во втором лице «алгай сен». В третьем «алгай». «Алгай сен». Ладно, ты возьмешь. «Алгай». Ладно, пусть возьмет. Во множественном числе точно так же «алгай пис». Ладно, мы возьмем. Во втором «силер». Ладно, вы возьмете. В третьем остается точно так же. Можно присоединить аффикс множественного числа. «Алгайлар». Пускай возьмут. Ладно, пускай возьмут. Хорошо, пускай возьмут. Отрицательная форма образуется тоже точно так же. Присоединением к основе отрицательных аффиксов. «Алгай» будет «ал», «ба», «гай». Впоследствии «г» регрессируется и переходит в долгую гласную «а». Отрицание, значит, будет здесь в первом лице «албаймен», во втором «албайсен». Ладно, хорошо, не буду брать. Ладно, хорошо, не возьму. «Албаймен». «Албайсен». Ладно, хорошо, не будешь брать, не возьмешь. «Албай». Ладно, хорошо, не будет брать. Точно так же здесь во множественном числе «албайбис», «албайслер», «албайлер». Ладно, хорошо, не будем брать. Ладно, хорошо, не будете брать. Ладно, хорошо, не возьмут они.